Здравствуйте, участники конференции и жюри. Меня зовут Иванов Мирон, ученик 7 Б класса Вилюйской школы номер 2 именем Геннадия Семеновича Донского. Моя тема – жизнь Слепцова Андрея Михайловича, символ добра и верности. Цель работы – увековечить имя выпускника нашей школы. 1999 года выпуска Слепцова Андрея Михайловича как активного лидера школьного научно-исследовательского движения Республики и России, как высококлассного специалиста и эксперта в области медицинского сопровождения оснащения МЧС России, награжден почетной грамотой и знаком за заслуги МЧС России. Задача. Первое. Изучить биографию Слепцова Андрея Михайловича. Второе. Провести анализ научно-исследовательской работы СОШ номер 2 именем Геннадия Семеновича Донского. Третье. Определить роль Слепцова Андрея Михайловича в развитии научно-исследовательской работы школьников. Актуальность. Образец и пример не только великих людей, но и обычных живущих рядом становится жизненным маяком, путеводителем в большом мире. Эти обычные люди жили около нас, учились в нашей школе, работали в нашем городе Улусе. Но их судьба даже короткая, как у нашего героя, учит нас многому. Иметь свою мечту и цель, идти к ней через трудности и преграды, жить ради людей, помогать, спасать, делать их здоровыми и счастливыми. Вот такой путь выбрал герой нашего времени, вспыхнувшая яркая звезда и исчезнувшая в этом мире, давшая свое тепло и озарившая путь многим, кто был на его жизненном пути, кто знал и помнит. Короткая, но почетная судьба нашего героя Слепцова Андрея Михайловича. Родился 13 октября 1983 года в городе Вилюйске. Окончил Вилюйскую школу СОШ номер 2 в 2001 году. Выпускник Иркутского медицинского университета, психиатр, нарколог Вилюйского ПНД, заместитель главного врача по лечебной части и центральной Улусно-Вилюйской больницы именем Петрова. Клиническая ординатура в Российском национально-исследовательском медицинском университете именем Пирогова. Кафедра управления здравоохранением, сотрудник Центрального аппарата МЧС России в области медицинского обеспечения. Главный специалист-эксперт управления психологического и медицинского обеспечения МЧС России, референт Государственной гражданской службы 2 класса в городе Москва. Участвовал во многих засекреченных командировках по линии управления МЧС РФ с выездами в Африку на землетрясения в Туве и других. Имеет много благодарностей и поощрений в трудовой книжке, награжден почетной грамотой МЧС России знаком за заслуги. Скончался в рассвете сил от тяжелой болезни в возрасте 32 лет 3 апреля 2016 года в городе Москва. Одним из лидеров нового был Слепцов Андрей. С 5 класса его увлекала биология, к 8 классу он уже самостоятельно читал дополнительную и научную литературу. В 8-9 классе он стал работать по выбранной им теме «Эффективность пищевых приманок в борьбе с бытовыми насекомыми». Далее она приобрела более серьезную форму. У него была новаторская идея и разработка безопасной дезинфекции жилых помещений на республиканском уровне занял первые и вторые места и приглашен на федеральный этап конференции в рамках смены «Интеллект в 21 веке». Во Всероссийском детском центре «Орленок» по итогам конференции получил сертификат для льготного поступления в МГПУ именем Баумана. Был победителем, лауреатом Республиканской научно-практической выставки. Нами были проведены некоторые исследования о состоянии проектной деятельности в школе. Методика исследования. Первый. НИР. В нашей школе мы провели опрос в школе среди 6-10 классов, около 30 учащихся. Было проведено анкетирование из 5 вопросов. Она показала картину отношений и состояния учеников в исследовательской работе. Выводы. Мы изучили интерес к науке у наших учащихся, занимающих НИР, членов НОУ. Нас интересовало, давно ли они привлечены к науке, каким темам отдают предпочтение, кто им помогает в исследованиях, где и с какими результатами они участвовали. В итоге оказалось, первое, что их интересует такие области, как медицина, спорт, экология и различные науки. Второе, далее к основной науке занимаются 1-7 лет. Третье. 92% из опрошенных уже принимали участие в НПК. Четвертое. Для подготовки докладов помогают учителя и родители. Пятое. Имеют положительную оценку их работ, получили грамотные сертификаты в Улусе 92%, в регионе 28%, в республике 16%. В таблице достижений мы видим,
что качество работ учащихся с годами возрастает, наука дело избранных, упертых и неугомонных. Но, тем не менее, те ребята, которые хоть раз работали по своим проектам, не забываешь это никогда. Делают из этого только положительные выводы, хотя получили только сертификаты. Каждая работа специфично, уникально, имеет свою судьбу и дорогу. От того, что она не попала в лидеры, была не продолжена, зависит от многих факторов. Для увековечения памяти Андрея Слепцова проводятся слепцовские чтения по 6 секциям. Участвуют ученики из разных школ Улуса и республики. Победителям вручали грамоты и слепцовскую стипендию лучшим участникам. В рамках слепцовских чтений была презентация в книге о Слепцове Андрея Михайловича «Прерванный полет мечты. Воспоминания родных, друзей, учителей и коллег». Заключение. В данной работе мы попытались показать роль и значение, вклад и развитие сильной, целенаправленной и уникальной личности в лице Слепцова Андрея Михайловича. Со школьной скамьи он нес свою мечту помогать людям, облегчать им страдания, быть справедливым и компетентным, быть нужным и в трудную минуту. Учась в университете, он подрабатывал в отделении скорой помощи, он всегда спешил на помощь. У него был девиз «Кто, если не я?». Он был героем на своем посту и передовой линии горячих точках. На экстренных вызовах его везде и всегда ждали. И он спешил помогать, спешил жить. Его короткая, но яркая жизнь врача и медика стала образцом и примером для всех, кто знал его. Наша задача была рассказать о нем и его достижениях в школе, о его последователях, ребятах из Ноусардана, о его этапах жизни, доказывающих, что человек сам идет за мечтой, добиваясь в жизни результатов, превращая свою мечту в реальность. И поэтому мы хотим оставить в память о нем воспоминания, дела и замысли. Пусть будет у наших детей свой герой, наш герой, с которого будем брать пример, многому учиться, гордиться его именем, его поступками и делами. Спасибо за внимание.